Ребят, я вышел из шалаша. У меня был первый выстрел. И я подбил утку. Не знаю, так найду или нет. Потому что на экране одно, а так уже все темнеет, блин. Ну, стрелять так видно было. Я в лед стрелял, там самец был. Один. Широконоска, я как думаю. Фонарик еще. Включил новый фонарик. Так, например, он там шалаш мой. Сверкают мои чучела. Стрелял с этого самозарядного. Так, я вижу его. Я, ребята, его вижу. Первая ошка наша. Да, широконоска. Хороший выстрел у меня получилось. Чтобы не сглазить. Вон он. В голову попал, в шею. Первый самец такой. Вот это да. Это трофей. Все, с почином. С почином, ребята. О, как сверкают. Видно, не видно, вот там. Кругом чирки. Чирки еще немножко так. Летают, кричат. Блин, ветер так и не стих. Немножко уже начал замерзать. Ну, мерзнуть, даже не замерзать, а мерзнуть. Чуть-чуть мерзну. Надо горячий чай попить, сварить свежий чай. Все это будем делать. Ночь у нас еще где-то 2-3, наверное, придется переждать до рассвета. Вот такой шалаш у меня. Вот такой шалашик. Холодун. Ну, вот с другой стороны, вот как светло, стрелять видно. Все четко. Тут у меня дело. Опа. Все. Наверное, уже, в принципе, будем утепляться. Вот туда. Так и нет. Будем утепляться. У меня пленка еще есть тут. Очень большая. Закрыться вот тут. Потому что, блин, так дует. Жестко. Холодун такой. Так. О, загорелась. Эта штучка, железка, это от компьютера там. Не знаю, как называется. Безделушка. Все. Надо погреться. Сейчас кипятим воду и заварим бич-пакет. Ну, этот, не бич-пакет, а эту фигню. Ролл там-то, блин. Наркоту эту. Заварю. Заполню этот термос. Еще у нас в наличии есть каша. Кашу также нагреем. И будем кушать. Такой ночной ланч сделаем. Такой домик. Жалко, крыши нету. Утеплился как смог. Вот. Пленка полиэтиленовая. И прям именно оттуда ветер идет.
Это получается юго-восточный ветер. Я думал, пленка здесь больше, но оказалось вообще мало. Даже какая-то полоска не широкая. Хотел еще принести вторую пленку, чтобы здесь, если здесь закрыться, то вообще от этой горелки можно, ну, чтобы потеплее было. Хорошо вообще. Сидим. У нас сейчас время 22 часа 24 минуты. До рассвета нам еще получается где-то 3 часа. 2 часа это 100%. Да, где-то 3 часа ждать. Пустую, просто впустую мне придется здесь сидеть. Хорошо, что дождя нету. А бывало я и под дождем, и без шалаша, там, бывает, там сидел, знаете, вот до трусов весь сырой. Именно вот, были такие охоты в моей жизни, когда вся одежда, бушлат, куртки, все, именно до трусов. Везде ты сырой, на пятачке такая земля, пятачок такой, островок был, метр на метр. Я там приседания, там отжимания, чего я только не делал. Иди домой. Короче, лишь бы не замерзнуть. Воду я черпанул с болота, вот такая чистая вода. Ну, снег растаял там. Ничего страшного нету, там никаких микробов. Сейчас еще скипятим. Вот так. Хлеб, крошки, ложка. И нож там еще, наверное, осталось. Охотничий. Комфорта нету. Такие условия. Одной рукой снимаю, другой чем-то занимаюсь. Там грею, там газ убавляю, прибавляю. Пар уже начал идти. Буквально там 15 минут, наверное. Ну, где-то 15 минут, наверное, понадобится, чтобы... Да и газовый, знаете, блин, петух. Газ такая штука, что на морозе не хочет работать. Здесь у меня еще целый мешок чучела. Это пенопластовые. Но сейчас воды нету. Мало воды там, чтобы еще эти чучела закидывать. Не буду. О, нагревается. Тепло. Блин. Надо на будущий год что-то придумать. Какую-то крышу. Или пленку. Просто пленку принести и все. Все дела. Вот такая охота, ребята. Сколько бы не показывали этих выжигальщиков, которые комфортные в морозе сидеть, никогда не поверю. Это полный бред, обман. Дурят народ. Не раз уже это я говорил. Потому что я сейчас сижу, мне некомфортно. Потому что не тепло. Комфортно это когда ты сидишь в тепле, отдыхаешь. А что они показывают, что им в палатках просто лежат в майках, это обман. Или единицы такие. Люди, которые вот им не холодно. Не знаю. Спорный вопрос вообще. Ладно, сейчас я буду этим заниматься. Хотя сейчас в ночи я слышу, как утки летают там. Даже сейчас на черни типа или там скорость большая была и похоже на них.
кряквы, ни одной кряквы не слышал, что кричали. Широконоски были, очень много, ну, штук 10-20, наверное, чирков тут. И шилохвости еще. И один свиясь, все, больше ничего не слышал. Видел, там стрельба еще была, на одного подранили и несколько выстрелов еще сделали. Вот так. Все, видите? Очень быстро все это дело делается. Ладно, сейчас я буду пока все приготовлю. У меня тут с пауэрбанка я сейчас видеокамера заряжается и телефон. Еще видеокамера, патроны, запас еще взял. Вдруг думаю, какой передок хороший будет. Не знаю, утром посмотрим. Короче, ребята, вот сейчас я открыл банку, эту фигнюшку, но на вид мне не очень-то и понравилось. У меня уже где-то много лежал дома. Походу брал как-то и не получалось, чтобы кушать. И смотрите, срок годности 6 апреля 18 год. 12 месяцев. И срок годности истек. Короче, я эту бурду заваривать не буду. Фиг с ним. Нет. Это не то. Это что-то съешь потом, блин. Мучайся, желудок, печень, там еще что-то. Короче, все. Это откладываем. Заваривать не будем. Пусть тут и будет. Вот так, мыши. О, блин, ветер порыва опять начались. Все открывается. В принципе, вот как-то жар крутит, и мне сейчас не так холодно стало. Все четко, сейчас я еще утеплюсь. Пусть этот бич-пакет мыши будут сгрызут там. Им тоже витамины нужны. А я согрею каши и каши покушаем. Или поедим. Там спорный вопрос тоже исправляют меня в комментариях. Ну, кому надо, же понимают и молчат, не придираются к моим словам. А некоторые, вот то не сказал неправильно, еще. Всяк разные мы люди такие. Раньше такой фигни не было, что газ там греть на газу или еще какие-то условия. Раньше как? Без костра никак. Хоть как, но без костра никак. Рисовая каша на сегодняшний день. Насквозь проткнул. Знаете почему? Потому что один случай у меня был на этом, когда на Хариуса ходил, кто смотрел. У меня каша вылетела из банки. Прям вылетела, как пробка. И все. Наверное, воздух там. Ну, попробуем так. Думаю, сейчас не должно вылететь. Ничего, никуда. Чай созревает. Так, надо крышу придумать.
Крыша нужна. Хоть, скажем, в этом году одна охота, так думаю, получится здесь. В следующий год, может, несколько дней там охоты. Хоть один день, но все равно условия, чтобы были. От дождя, от ветра, от всего. Ко всему надо быть готовым. Эту банку, ребята, я брал в хозарсенале, наверное, помнится. Это не ржавейка. Ну там посуда, наверное, там как кружка считается, там с ручкой была. Но я ручку выбил оттуда и сделал банку такую из нержавейки. Она не ржавеет, легкая, и на костре вот так обычно варю. Когда на походе я термос беру и дальние походы. И ну, не все ведь я снимаю, там показываю или еще. Есть некоторые секреты. И есть, как сказать, дальние походы, когда я иду, у меня не хватает там с термоса, литровый термос еще беру, и воды не хватает. Я и с этой банкой я быстренько костер так делаю и варю чай. Потом заливаю в термос и дальше иду. Один раз тоже из снега сделал костер такой, костер сделал, из снега воду там растопил или растопил, получается. Растапливают. О, блин, это русский язык. Короче, ну из снега я воду сделал. И чай попил вообще. Чай попил и дальше пошел. Оставалось, наверное, километров от Щилы, наверное, до избы. Не знаю, 6 километров. Где-то так. Но уже в Щилы не уходили. Воды не было. Я по-быстрому чай скипятил. Чай попил и дальше пошел. Пришел в избушку. Чай закипел. Пришел в избушку и также сварил чай свежий. О, ветерок. И туда кашки закинем. Чай скипятил вообще в избушке. Оно полчайника еще я выпил. Полчайника, там заварка свежая. И знаете, вот от этой заварки свежей мне так затошнило. Я, как это говорят, когда ты отправился, там, отправился человек и промывание желудка делает. Вот у меня то же самое промывание желудка там было. Медленно огне. Такие дела. Так что чай тоже в меру надо пить. А когда ты в походе и в одиночку на лыжах ты прошагал 20 километров. Вот один пакет сюда закину и хватит. Прошагал ты 20 километров. Знаете, как выжатый лимон ты становишься. Действительно выжатый лимон. Весь сок выходит, там хочется пить. Пьешь. Не напиваешься, блин. Это не то, это одиночная охота, это не та охота, которая бригадами ходят и, как сказать, меняются, там, лыжня там готовая.
Тяжело одному. Но я выбрал этот путь. Тяжелый путь, но иду по своему пути. Люблю свободу, как и говорил. Но каждым годом, каждым днем, каждым часом начал задумываться о напарнике. Потому что, не знаю, ну, думаю, время приходит, когда человеку нужен напарник. Единственный, верный. Ну, не знаю, у меня получится, нет это. Но, знаете, вот хоть без крыши, вот сейчас у меня шалаш без крыши, но от этой горелки вот идет тепло. Действительно тепло. Я хотел вот сегодня, хотел пленку взять, но не взял. Сюда вот метр на метр или метр на полтора, и кусок такой им надо. Закрылся пленкой и живи, тепло тебе. О. Угу. Вполне достаточно, когда ты слишком крепкий чай, когда пьешь, тоже, ну, или тошнит, или еще, тоже на свой вкус, кому что. А ночь такая темная, блин. Ночь темная, и когда ночи темные, могут быть еще, ну, снегопады, это 100%. Это запросто может быть, что сегодня на улице тепло, а завтра снегопад. Кто был в армии, такие банки должен помнить, там сухпайки раньше давали. Это сейчас как сухпайки показывают, как, я не знаю, как, ну, слишком балуют, что ли, солдат. А у нас что было, там 3 банки и печенье, наверное, какая-то, или галет, или что там. Не помню уже. Но приходилось кушать эти сухпайки. Так. Ну-ка. Смотрите, ребята. Оба. Видели? Кашка. Кашка. Кашка, кашка. Конкретно я подсел на эту кашу. Вообще, знаете, вот быстро готовится. Сытно тоже. Поел. Банку съел. Не хватило, пожалуйста, еще. И недорогой. Ну, недорогая банка.
Получается где-то это пол-литровая, 0,5-0,4. И тут еще 200, наверное, осталось. Так что банка самая то. Даже для двоих, думаю, скажем, сварил там напополам, если вдвоем. Ну, сейчас я еще это выпью. Ну, почти готово. Все мы, как сказать, кто снимает видео, разные тоже. Я готовлю вот такие блюда, некоторые там несут с собой там помидоры, лук, там очень вкусную еду тоже готовят. Но пока у меня все время так, по-простому. Сейчас вот один болтаю, как-то быстрее время прошло. Ну, думаю, уже пора снимать. В принципе, все, каша готова. Каша готова. О, пробовал перловая каша. Ну, перловка там как-то суховато. Гречка, ну, мне не понравилась. Не очень люблю. Так, беру тоже, но не так нравится. А рис вот это самая тема. Так что пробуйте такие баночные кашки. Время, ребята, сейчас 23 часа 09 минут. Ну, не видно, наверное. О. Вон гора. Люблю я горы. Если на заднем стекле увидите две горы, это Олег едет. Это значит едет Олег. Так что Калина, которая проезжает на заднем стекле две горы, это на природе в Коми. Тепло. Если безветренно сегодня, обалдеть. Короче, в голову мысли никакие не идут, чтобы что-то рассказать. Если вдруг что-то вспомню, включусь, чтобы время убить. Но на улице тьма. Все, короче, я сейчас быстренько слопаю все это. И не знаю, что дальше буду делать.